Сегодня я хочу показать вам пинетки Зайка, укороченные. Вот такие пинетки-ботиночки с зайчиками у меня получились. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Для изготовления такой модели мне понадобится пряжа основного цвета, это называется Джамайка, в 50 граммах 95 метров. 100% хлопок. Продуцент предлагает крючок и спицы номер 3-4. Я буду вязать крючком номер 3. Это основной крючок всего вязания. Для того, чтобы спрятать хвостики, я возьму крючок меньшего размера 1,75. Понадобятся ножницы. 2 маркера, также белые нитки, это для выполнения зайчика, шнурка и канта. Аппликация зайчик у меня выполнена. Я взяла 2 бусинки, это значит 4 на 2 аппликации. Взяла иглу с белой нитью. Я вставила люверсы белого цвета, диаметр 5 мм, мягкий металл. Мне понадобится всего 4 штуки, так как это укороченные пинетки. Для установки люверсов мне понадобятся щипцы. Также я вклеиваю вовнутрь пинетки подошву. Я беру клей для текстилей. Вязание пинеток я начинаю с подошвы. Подошва у меня уже связана. Она связана на 13 воздушных петлях. По канту 64 петли. Подошва с бортиком. У меня есть на канале вязание подошвы на 13 воздушных петлях. Вязание я начинаю с задней стороны пинетки. Я буду вязать бортик, который состоит из 4 рядов. 3 ряда без изменения, столбиками без накида. В 4 ряду я буду убавлять 4 петли на носике. Одновременно я ввязываю хвостик вязания. Вот таких рядов мне нужно связать 3. Я провяжу 3 ряда и покажу, как вяжется 4 с убавлением 4 петель передней части на носике. Я связала 3 ряда столбиками без накида и отметила маркером передние 20 петель. Из этих 20 петель буду через каждые 4 петли убавлять 2 петли. С этой и с этой стороны я убавлю 4 петли. До маркеров я вяжу без изменений. Это 4-й последний ряд моего бортика. Я довязала до маркера, снимаю маркер, он мне пока не нужен. И петля, в которой стоял маркер, провязываю столбиком без накида. Следующие 2 петли провязываю вместе за внешние доли петли. Четыре столбика без накида. 2, 3, 4. Следующие 2 петли провязываю одной, делаю убавление. Снова 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаю убавление. Из 2 петель вывязываю одну, столбик без накида. 4 столбика без накида. И остаются последние 2 петли перед маркером. Я их провязываю из 2 петель одну. Маркер снимаю и без изменений провязываю до конца. Бортик у нас готов. Я провязала 4 ряда. Последний ряд был пропущенными 4 петлями для того, чтобы сделать покатый мысик. На пинетке это очень хорошо видно. Отметила маркером центральные 30 петель. И из этих центральных 30 петель я буду вывязывать носик и боковые части. Я буду вывязывать центральные 6 петель. Это значит, с 13 петли я начну вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. С 13 петли я начинаю вязание. Я провяжу центральные 6 петель. 1, нитку подтягиваю, 2, 3, 4, 5,
И последняя, шестая. Для того, чтобы быть уверенной в том, что я связала центральные 6 петель, я боковинки тоже посчитаю. Здесь с этой стороны должно быть также 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Я провязала 6 петель столбиками без накида, и последующие 2 петли я буду провязывать соединительными столбиками. Разворачиваю вязание без петли подъема и провязываю во вторую петлю, первую петлю столбик без накида. 1, 2, 7. Уже 7 центральных петель. Я буду вязать до 12. Мне нужно 12 центральных петель. С этой стороны, с другой стороны точно так же 2 соединительные петли. Разворачиваю вязание и во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 7, 8. Мне осталось прибавить 4 петли. 2 соединительные петли. Разворачиваю вязание и во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 8, 9. С другой стороны точно так же 2 соединительные петли. Разворачиваю вязание и со второй петли начинаю вязать. 1, 2, 9, 10. Мне осталось прибавить 2 петли. Соединительная петля первая, вторая. Разворачиваю вязание и со второй петли начинаю вязать. Вот эта последняя петля, она всегда тоненькая, узенькая такая. Не забывайте, пожалуйста. Две соединительных петли. И со второй петли начинаю вязать. 1, 2, 10, 11, 12. 12-я последняя петля. Я связала 12 петель и больше я прибавлять не буду. До маркеров я буду вязать по прямой. Середина должна состоять из 12 петель. 2 соединительные петли. Можно уже плотненько их, потому что они не будут участвовать в работе. Я больше не буду набирать. Из второй петли я буду вязать с третьей петли. 1, 2, 10, 11, 12. У меня по-прежнему осталось 12 петель. С этой стороны точно так же 2 соединительные петли. Разворачиваю вязание и начинаю с третьей петли. 1, 2, 10, 11, 12. У меня по-прежнему 12 петель. С каждой стороны у меня осталось по 4 петли. 1, 2, 3, 4. С этой точно так же. 1, 2, 3, 4. Эти петли я буду провязывать не за полную петлю, не вот так, а за середину, за одну долю внутреннюю. Одна соединительная петля и вторая соединительная петля. Вот эти внешние доли мне позже понадобятся. Разворачиваю вязание и с третьей петли начинаю вязать. Это значит 2 петли пропускаю и с третьей начинаю вязать. Точно так же с этой стороны. Из середины петли провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание и с третьей петли начинаю вязать.
Последние петли с этой стороны 2 петли от маркера. Первая соединительная петля, вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание из третьей петли. Все без изменений. 1, 2, 11, 12. Остаются последние 2 петли с этой стороны, и мы довязали носик до маркеров. Первая соединительная петля, вторая соединительная петля. Мысик готов. Так как это ботиночки, значит надо связать язычок. Для язычка мне нужно добавить с каждой стороны по еще одной петле. У меня в работе было 12. Теперь для язычка я добавлю с этой стороны одну петлю и с этой стороны одну петлю. Это значит 2 петли. У меня для вязания язычка должно быть 14 петель. Начинаю вязание с третьей петли, пропускаю 2. И из одной петли вывязываю 2 петли. 2, 3, 13 и последняя 14 в эту же петлю. Я начала вязать язычок. 14 петель. Петля подъема. Разворачиваю вязание. Возвращаюсь для того, чтобы сделать еще один ряд. И скажу, сколько надо до конца, до верха язычка. Вот я начала уже язычок вязать. Уже видно немножко расширение. Нитки толстые, поэтому 2 петли уже видно, что расширение пошло. От мыска до верха нам нужно связать 22 ряда. С 18 ряда я буду убавлять с каждой стороны в лицевом ряду по 2 петли. Сейчас у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 рядов уже готово. И нам нужно связать 18 рядов. Из 19 ряда убавить сначала 2 петли и потом через ряд убавить еще 2 петли. И до самого верха у нас должно остаться 22 ряда. После этого я обвязываю язычок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. С 19 ряда убавляю с каждой стороны по петли, для того, чтобы скос был. И обвязываю полностью язычок. Мы повстречаемся, когда язычок будет готов. Я связала переднюю часть пинетки, мысик и язычок. У меня осталось последние 10 петель. Я обвязала крючком. И теперь приступаю к задней части пинетки. Чтобы язычок мне не мешал, я его спрячу внутрь. Те полупетли с лицевой стороны, которые у меня остались, я их буду сейчас применять. У меня с этой стороны 4 и с этой стороны 4. Сначала я свяжу укороченный ряд. С 11 ряда, считая вот эти петли тоже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот она это, вот этот укороченный ряд. Вот здесь вот он заканчивается. Вот тут вот он идет по всей пяточной стороне. И вот тут вот он заканчивается. Хвостик вязала. И мне надо, чтобы на этой стороне также осталось 10 петель. Так как первая петля была не полноценная, а только как бы петля подъема, вот с этой стороны я свяжу соединительную петлю. 2, 4, 6. Вот эта последняя петля будет соединительная. Вытягиваю петлю, обрезаю ее. И чтобы не мешало вязание, сразу прячу ее, для того, чтобы удобнее было уже контролировать, вязалась она или нет. Теперь я буду вязать вот с этих, с боковинок. Первую петлю пропускаю и начинаю со второй.
Подтягиваю вязание, нитку заднюю. И так до конца. Я дошла вот до этой петли и точно так же ее провязываю, потому что я не хочу потерять ни одной петли. Здесь точно так же опускаемся. Я хвостик пальцем придерживаю для того, чтобы его ввязать. Мы провязали укороченный ряд, я ввязала его. Точно так же с этой стороны пропускаю одну петлю, вот эту, и буду провязывать вот с этой, с изнаночной стороны. Я буду убавлять с каждой стороны по одной петли. Один, два, три. Петля подъема, разворачиваю вязание и со второй петли начинаю вязать изнаночный ряд. Этим самым я убавляю петли. Вот так. Я провяжу до этой стороны и в следующем лицевом ряду по центру буду убавлять одну петлю для того, чтобы немножечко стянуть одной петлей. Мы повстречаемся на следующем ряду. Я довязала до конца, убавила предпоследнюю петлю, и теперь в этом лицевом ряду я буду убавлять одну петлю на самой центральной пяточной части. Наверное, уже середина. Посмотрим. Классический вариант. Набираю 3 из каждой петли и провязываю как один столбик без накида. Дальше вяжу без изменений до конца ряда. Так как пряжа толстая, уже виден покат, то что убрана одна петля. Нам нужно связать 6 рядов. 3 ряда уже есть, нужно еще 3 ряда. В каждом изнаночном ряду я убавляю с каждой стороны по одной петле. Мы повстречаемся, когда будет провязано 6 рядов. Итак, я провязала 6 рядов. Теперь я буду обвязывать верх пинетки от начала и до конца. Из петли, которая последняя осталась, провязываю все петельки, которые у меня есть, убирая с боковинки. Чтобы было закругление, я из самой верхней петли, вот из этой, вывяжу 2, из одной петли 2, для того, чтобы развернуть вязание. Я провязываю до конца, нить я не обрезаю. Мы повстречаемся, когда я провяжу последние петли, вот с этой стороны. Я обвязала полностью верх пинетки, немножко вытягиваю последнюю петлю, разворачиваю вязание на себя, нить с лицевой стороны и последняя петелька вот с этого края, подхватываю петлю и провязываю вместе. Со второй петли начинаю вязать 2 столбика без накида, 2 воздушных петли, одну петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 воздушных петли, 2 петельки готовы. На другой стороне точно так же я сформирую 2 петли. Вам нужно быть внимательным для того, чтобы петли с двух сторон были симметричные. Мы повстречаемся вот на этой стороне, на последней, когда я провяжу последнюю петлю. Вот тут вот. Я с двух сторон сформировала петельки, вытянула опять петлю
Вот она у меня последняя петля. Нить остается с изнаночной стороны. Вот в эту перемычку, самая первая петля, с которой мы вязали, протягиваю вот эту петельку и провязываю ее. Не делая петли подъема, начинаю провязывать 2 столбика без накида и обвязывать петли 2 раза. 2 столбика без накида и здесь в каждой петелечке 2 столбика без накида. У нас получилось 2 петли. Вязание пинетка почти готово. Останется только оформление: пришить зайку, обвязать кант, вставить люверсы и приклеить подошву. Я провяжу до конца и покажу, что у меня получилось. Теперь я буду обвязывать кант пинетки белым цветом. Начинаю с лицевой стороны соединительными петлями. Хвостик я спрячу вниз, вовнутрь пинетки. Я довяжу до конца и покажу результат. Я обвязала пинетку белым кантом. Теперь я буду ее украшать. Я уже связала зайчик. Смотрю, на каком расстоянии я его пришила. И буду его плотненько, прям низенько усаживать. Я специально взяла иглу длинную, так как пряжа очень толстая, чтобы удобно было подхватить и видеть иглу, чтобы не поколоть пальцы. Подхватываю за все, стараюсь. И так по кругу пришиваю зайчика. Вот так получается. Я пришью аппликацию до конца, вставлю люверсы, приклею подошву и покажу вам результат 2 пинеток, что у меня получилось. Я вставила люверсы, пришила зайку, клеила подошву. Вот такие пинетки-ботиночки с зайчиками у меня получились. Я желаю вам здоровья, легких петелек и очень хорошей пряжи. До свидания.